Шансу, не отставай. Я уже устала от этих дополнительных заданий. Но мы уже почти пришли. А давайте, кто последний до дома, тот за всеми моет посуду. Побежали. Эй, так нечестно, вы с самого начала были впереди. Дети, не подскажете, где здесь 5-й подъезд, 8-я квартира? Это наша Так. квартира. Отлично. Можете, пожалуйста, передать родителям, а то мне Хорошо. еще 5 домов обходить. Спасибо. Давайте скорее посмотрим, что там. Похоже на бумажное письмо. Ничего себе, я думаю, такие уже давно никто не пишет. А от кого оно? Непонятно. Имени нет, только обратный адрес. Может, вскрыть и посмотреть? Не надо, это письмо, наверное, для папы или мамы, но точно не для нас. Шансу все правильно говорит. Кто бы нам такое письмо отправил? Ладно, пошли отдадим его маме. Ничего не понимаю. Какое-то странное письмо. А что в нем, мам? Какой-то мужчина описывает, как он проводит свои дни в одиночестве. И все? И все. А что за мужчина? Он написал имя? Имени нет, но есть подпись с наилучшими пожеланиями АА. Что значит АА? Понятия не имею, Гаухар. Наверное, письмо попало к нам по ошибке. Скорее всего, отправитель указал неверный адрес. Мам, а можно мы возьмем письмо себе? А зачем оно вам? Тоже почитаем. Интересно же. Хорошо, возьмите, но только долго не засиживайтесь. Вам еще сегодня уроки учить. Хорошо, мам. Ну давай, Хаким, раз взял письмо, ты и читай. Сегодня я проснулся ровно в 6 утра, почистил зубы и умылся. Конечно же, без света, но я к этому давно привык. Сколько бы я ни щелкал выключателем, свет никогда не включается, как и, впрочем, и вся остальная... Хаким, что случилось? Почему ты остановился? Не могу, тут слово непонятно написано. Дай посмотреть. Правда, ничего не понятно. Ладно, пусть Хаким дальше читает. Что есть в моем доме? Я перечитал все книги, которые у меня были, по несколько раз. Поэтому решил написать это письмо, чтобы... Блин, опять не могу разобрать. Что за слово дальше идет? Ну все, хватит. Письмо реально какое-то странное. Давайте лучше уроками займемся. Сейчас я только уточню домашнее задание по математике. Ого, вот это интересно. Что там у тебя? В школьном чате пишут, что Тамерлан из параллельного класса тоже получил такое странное письмо. Это тот Тамерлан, который брат Аяжан? Да. Вот это уже действительно интересно. А вдруг у него такое же письмо, как у нас? Тогда это будет не просто странно, а очень-очень странно. У меня от этой мысли даже мурашки по спине пробежали. Думаю, завтра стоит встретиться с Тамерланом после школы и расспросить его о письме. Да. Хаким, ты поговорил с Тамерланом? Он точно придет? Да, обещал, что будет в 2 часа. Но уже почти половина третьего. Вон он, пришел! С ним его сестра Аяжан, а другую девочку я не знаю. Всем привет. Привет. Тамерлан сказал, что вы хотели поговорить насчет необычного письма, которое мы нашли в своем почтовом ящике. Да, возможно, оно такое же, как и наше. Конверт такой же. Да, один в один. Кстати, знакомьтесь, это Севиль. Она учится в другой школе и тоже получила странное письмо. А эти письма у вас с собой? Да, я свое принесла. Мы тоже. И мы. Так, конверты 100% одинаковые. А что насчет самих писем? Мое от какого-то незнакомца. Его имени нигде нет. Только в самом конце написано с наилучшими пожеланиями АА. В своем письме он пишет про то, как проводит свой день. Еще что-то про электричество и технику, но местами слова невозможно разобрать, потому что чернила растеклись. Все совпадает. Осталось только проверить, совпадет ли адрес, с которого эти письма были отправлены. Совпал! Теперь мы знаем, что все 3 письма отправлены с одного адреса. И тот, кто их отправил, находится в нашем городе. Вот бы еще увидеть этого человека. И узнать, зачем он нам послал эти письма. А вам не все равно? Лично мне не очень интересно, зачем он это сделал.
И видеться с ним, например, я тоже не хочу. Может быть, он такой же странный, как и его письма. А может и нет. Пока не увидим его, не узнаем. Я согласна с Жансу. Этот незнакомец может быть опасен, а его письма – это вообще ловушка, чтобы заманить нас к себе. Но мы же не предлагаем идти к нему домой. Давайте просто посмотрим на него со стороны. А если мы убедимся, то, что он не опасен, тогда и поговорить можем. Ну, не знаю. А если он нас увидит, пока мы будем за ним подсматривать? И погонится за нами. Не бойтесь, не увидит. Мы хорошо спрячемся. Думаю, тогда можно. Все-таки интересно же, кто он такой. А пошлите прямо сейчас. Хорошо, но мы только посмотрим и сразу уйдем. Тогда пошли. Вот его квартира. Ты уверен? Да, на конверте вроде этот адрес указан. Да, все верно. Номер квартиры тот же. Тогда делаем, как договаривались. Постучим в двери, спрячемся. А потом посмотрим, кто выйдет из этой квартиры. Только сначала нужно решить, куда прятаться. И стучать в дверь должен кто-то один. Я точно этого делать не буду. Я тоже не хочу. Я сам постучу, а вы пока поднимайтесь на следующий этаж и сидите там. Удачи, Хаким. Будь осторожен. Как постучишь, сразу беги к нам. Хорошо, идите уже. Пойдем ты наверх. Кто здесь? Опять балуется. Думаете, он нас увидел? Кажется, нет. Зато мы его успели разглядеть. На вид он совсем не опасный. Потом это обсудим. Пошли уже отсюда. Ну вот, все же хорошо прошло, а вы боялись. Нам просто повезло, что он нас не заметил. Вот именно. Но больше мы рисковать не будем и туда не пойдем. Ну почему? Видно же было, что хозяин квартиры обычный мужчина. И совсем он не странный. Как ты это понял, Хаким? Ты видел его всего несколько секунд. Мне тоже показалось, что он нормальный. Почему бы нам не поговорить с ним хоть немного? Можем хоть сейчас вернуться и сделать это. Нет, мы с вами договаривались, что только один раз и все. Ни о каких разговорах и речи не было. Ну и ладно, значит мы без вас сходим. Не думаю, что это хорошая идея. Мы сами разберемся. Да, а вы можете не ходить, если не хотите. Тамерлан, если ты пойдешь туда, я все родителям расскажу. Обязательно расскажем, так что лучше забудьте об этом. Хорошо, мы не пойдем. Сегодня не пойдем. Ну что? Телефон отключен. Вот дает. Как так можно? Танцевал Гафар, вы Тамерлана случайно не видели? Не видели, мы сами до Хакима дозвониться не можем. Он куда-то сразу после уроков ушел и телефон отключил. Я до Севиль, кстати, тоже не могу дозвониться. Может быть, они все вместе куда-то пошли? Я даже знаю, куда. Они точно у этого мужчины, который нам письма прислал. Но они же сказали, что не пойдут к нему. Значит, они нас обманули. А мы тогда все правда расскажем родителям. Да, пусть теперь они сами разбираются. Подождите, но ведь мы с вами тоже вчера ходили к этому мужчине. Если родители об этом узнают, то нам тоже влетит. Вообще-то да, за такое могут и наказать. И что теперь делать? Пока что не знаю, но лучше давайте пойдем к нам домой и там спокойно подумаем. Если не будем говорить родителям, значит, нам нужно самим ехать за Тамерланом, Хакимом и Севиль. Самим страшно, может быть, их вообще спасать придется. Вот именно. Что если им уже нужна наша помощь? Надо решать скорее. Девочки, а что вы сидите за пустым столом? Даже Айжан чаем не угостили, она же ваша гостья. Мам, зачем чай? Мы же просто разговариваем. Пожалуйста, разговаривайте, но если к вам человек пришел в гости, вы сначала чаем напоите, а потом уже все остальное. Разве не так я вас учила? Так. Ну а в чем тогда дело? Сейчас принесу чай.
Гаухар, а ты что сидишь? Помоги сестре. Достань фрукты, конфеты, накрывайте на стол. Хорошо. Кстати, а где Хаким? Он разве с вами не пришел со школы? А он с Тамерлан приставку играет. Хорошо, вы передайте ему, чтобы он долго не засиживался, а то, если ему не сказать, до позднего вечера будет в эти игры играть. Моя мама проследит, чтобы они много не играли. Хорошо, девочки, тогда вам мешать не буду, вы пейте сами чай, общайтесь, а у меня еще кое-какие дела, мне надо стирку загрузить еще. Айжан, зачем ты соврала про приставку? Но мы же еще не решили, что говорить родителям. Вот я и сказала первое, что в голову. Теперь говорить маме правду будет вообще глупо. Значит, нам теперь точно придется самим ехать за Хакимом, Тамерланом и Севиль. Надеюсь, с ними все хорошо. Вы к кому? Я не знаю, кто вы и что вам от нас нужно, но если вы навредили нашим братьям и подруге, то вы об этом пожалеете. И мы сейчас не шутим. Да. Ребята, тут, кажется, за вами пришли. Девчонки, а вы что тут делаете? Вас спасать пришли. А зачем нас спасать? С нами все в порядке. Но мы же об этом не знали, вы ушли и нам ничего не сказали. Потому что вы были против того, чтобы мы сюда пришли. Ребят, я все понимаю, но, может быть, вы зайдете в квартиру и здесь спокойно поговорите? Хорошо, но учтите, у нас есть электрошокер и складная дубинка. Хорошо, заходите. Электрочайником я пользоваться не могу, но мне повезло, что у меня остался еще мой родной, любимый обычный чайник. Почему это не можете? Потому что в руках дяди Оскара никакая техника не работает. Да, он нам сам рассказывал. Прям вообще никакая. Ну, точнее будет, что вся та техника, которая работает от электричества, у меня не работает. Так вы об этом писали в своих письмах? Да, именно об этом. А вот Хаким, Тамерлан и Севиль сказали мне о том, что в вашем письме, которое я отправил, чернила смазались, что могли. Держи. А зачем вы вообще написали эти письма? Ну, вы знаете, я же живу один, мне бывает иногда скучно. Поэтому я беру авторучку и пишу о том, как прошел мой день. И отправляю на совершенно случайные адреса, ну, в надежде на то, что кто-то ответит. Для чего? Ну, для того, чтобы кто-то ответил мне. И много раз вам отвечали? Вы были первыми и последними. Давайте, угощайтесь, пейте чай. Потому что письма у вас странные. Что это за подпись с наилучшими пожеланиями АА? Оскар Айтеев, так меня зовут. Теперь все понятно. Ну спасибо за чай, а нам пора уходить. Подождите, но вы же только пришли. А что нам тут сидеть? Мы узнали, что хотели, а в эти сказки про электричество мы верить не собираемся. Но это правда. Дядя Оскар нам сам показывал. Дядя Оскар, покажите им тоже, пожалуйста. Сделайте это своим телефоном. Видите? Все работает. Дядя Оскар, теперь вы возьмите. Это что за фокусы? Я поняла, вы специально договорились, чтобы нам этот трюк показать. Как вы это делаете? Какие это не фокусы. Дядя Оскар, верните телефон Тамерлану, пожалуйста. Держи. Ну что, теперь верите? А может быть, это только с телефоном так, потому что он маленький? Да, вы на чем-то покрупнее покажете. На телевизоре, например, или на компьютере. Ну, хорошо. Идемте за мной. Смелее, смелее, проходите в комнату. Севиль, включи телевизор.
Сейчас подождем, он немного запаздывает. А теперь, внимание. Ого, и вправду отключается. А если я руку свою уберу, то... Убедились? Вот это да. Дядя Оскар, а давайте еще на пылесосе проверим. Давай, возьми, включи. А вот здесь можно включить. Пылесос возьми. Угу. Работает? Угу. Работает. А теперь дай мне. Держи. Все, достаточно, мы вам верим. Так. Ну все, давайте. Раз видите, хорошо. Опа. Держи. А то у дяди Оскара еще много техники. Если хотите, я могу проверить на вашем электрошокере. Если честно, нет у нас никакого электрошокера и складной дубинки. Я это все выдумала, чтобы вас напугать. Понятно. Не нужно больше ничего проверять. Лучше расскажите, откуда у вас эта особенность. Ты знаешь, я не знаю. Ну давайте пройдем опять на кухню и расскажу, когда это все началось. Пойдемте. Два года назад, после своего дня рождения, я проснулся и решил попить кофе. А электрокофеварка не включалась. А следом за ней и остальные электроприборы. Но главное, что интересно, что в руках моей жены и моих детей все работало исправно. Вы, наверное, сильно испугались тогда? Ну, конечно. Но самое обидное то, что мне пришлось уйти со своей любимой работы. А что за работа у вас была? Да, об этом вы нам еще не успели рассказать. Я работал инженером-разработчиком компьютерных программ в компании «Технологии будущего». А где ваша семья сейчас? Они отдыхают, уехали на 2 недели на море. Почему вы не с ними? А зачем? Со своей способностью отключать все электроприборы я просто бы им мешал. И потом я привык быть один. В мире, где царствует электричество, мне места нет, к сожалению. Но вы хоть с кем-то общаетесь? Да, приходит ко мне мой друг, сослуживец Мурат. Иногда общаемся. А вы вообще пытались узнать, что с вами? Ну, как вы знаете, к сожалению, интернет сейчас для меня недоступен. Я очень много времени провел в городских библиотеках, искал материалы, но, к сожалению, не нашел ничего, касающегося моего случая. Очень жаль, надеюсь, вы когда-нибудь узнаете, как все исправить. Я тоже надеюсь. Ну что, давайте пить чай. Вкусное печенье. Думаете, дяде Оскару как-то можно помочь? Сейчас пойдем ко мне в комнату и там поговорим. Хаким, Тамерлан, вы весь день играли в приставку у нас дома. Вернулись наконец-то. И где вы были? Дома у Аяжана и Тамерлана. Неправда, я звонила родителям Тамерлана и Аяжан. Вас там не было. Извини, мам, на самом деле мы были у дяди Оскара. Какого дядя Оскара? Это тот, что присылал нам эти странные письма. Вы хотите сказать, что вы ходили домой до незнакомого человека? Нам просто стало интересно, кто он такой. А где вы узнали адрес? Он был на конверте. Да, конечно, как я об этом не подумала. Если бы я знала, я никогда бы вам не дала это письмо. Хаким, Гаухар, Жансулу, по комнатам проходите, потом поговорим. А вам, ребята, пора домой. Вам предстоит серьезный разговор с родителями вашими. И как вообще люди раньше на эти старперскими телефонами пользовались? Не говори. Одни кнопки, ни одного сенсора, просто жесть.
Даже никакого ТикТока и Ватсапа. Не представляю, как мы будем целую неделю ходить. У вас что, тоже родители забрали смартфоны и выдали эти кнопочные числа для связи? Да, наказание за то, что мы ходили к дяде Оскару. И у нас также. Наши родители, кажется, сговорились. Нам запретили ходить к дяде Оскару. И мне. Нам тоже, но мы все равно можем ему попробовать помочь. Как? Он сам бегал по библиотекам, читал много книг и все равно ничего не нашел. Вот именно, у нас на этих древних телефонах даже интернета нету. И родители тоже не поверили в то, что мы рассказали про дядю Оскара, поэтому они тоже не помогут. А что, если нам обратиться к другу дяди Оскара? Помните, он говорил про какого-то Мурата? Думаешь, этот Мурат сам не пытается помочь? Может, и пытался, но мы не узнаем, пока не поговорим с ним. А как мы с ним поговорим? У нас нет ни телефона его и ни адреса. Зато мы можем найти адрес компании «Технологии будущего». Дядя Оскар говорил, что дядя Мурат до сих пор там работает. Осталось только установить Google карты на наши кнопочные телефоны. Все не так уж и сложно. Официант, можно вас? Да, слушаю вас. Можно воспользоваться вашим телефоном? Нам нужно найти адрес одной компании. Да, конечно. Здравствуйте, ребята. Я Мурат Азбеков. Это вы меня спрашивали? Да, мы хотели поговорить с вами насчет дяди Оскара. Что-то случилось? Все в порядке? Да, он в порядке, если можно так сказать, конечно. Вы имеете в виду эту его особенность? Да. Печально, что с ним случилась эта беда. Оскар ведь был выдающимся специалистом. И когда с ним это случилось, мне пришлось занять его место, чтобы работа не останавливалась. Значит, вы тоже ему не можете ничем помочь? К сожалению, не могу, но я не опускаю руки. Постоянно ищу какую-то новую информацию. Но пока не получается. Понятно, но мы пойдем, наверное, уже. Не будем вас отвлекать от работы. Ну, вы, ребята, не расстраивайтесь. Мы обязательно что-нибудь придумаем и постараемся вам помочь. Так и знала, что зря приехали. Эх, ну попробовать стоило. Ладно, поехали по домам, пока родители нас искать не начали. Жаль, что мы не могли помочь дяде Оскару. Мне тоже, просто это не в наших силах. Давайте только не будем сильно грустить, мы сделали все, что могли. Пойдемте в кафешку, мороженое поедим. Давайте только Хакима дождемся. А где он? Вроде бы должен был подойти. Сейчас позвоню. Не берет? Не берет. Хаким, где ты был? Мы тебе звонили. Этот маленький кнопочный телефон искал, который родители дали. Ты что, его потерял? Да. Как ты мог? Родители тебе другой уже не дадут. Ну я же не специально. А где ты его потерял? Не знаю. Вчера после кафе он был еще у меня. А когда домой вернулся, пропал. А может, когда ты с дядей Муратом разговаривал, его опрокинул? Возможно. А поехали на работу к дяде Мурату. Посмотрим и спросим у охранника. Может, он видел твой телефон? У них на входе камеры видеонаблюдения. Если кто-то увидел твой телефон, Хаким, то охранник это увидит. Было бы здорово. Говорю же, я полностью контролирую этот проект. Вы это слышали? Это же голос дяди Мурата. А давайте у него спросим насчет телефона Хакима. Кажется, звук шел оттуда. Он по телефону разговаривает. Надо подождать. Послушай, я специально убрал Оскара, чтобы занять его место. Конечно, он не вернется. Я сделал так, что он даже свет у тебя в квартире включить не сможет. Вы это слышали? Надо уходить отсюда. А твой телефон? Потом найдем. Может быть, мы что-то не так поняли? Да все мы правильно поняли. Это просто что-то дядя Мурат сделал с дядей Оскаром. Он же сам сказал. Нам нужно рассказать об этом дяде Оскару. Как, ты забыл, что ли? Нам запретили к нему ходить. Но если мы этого не сделаем, возможно, дядя Оскар никогда не узнает правду. Хаким прав. Мы хотели ему помочь. Это наш шанс.
Но мы же не можем снова обмануть родителей. Мы же пообещали, то, что больше не будем к нему ходить. Дети, чаю не хотите? Пока нет, мам, спасибо. Но если что, приходите на кухню, чай и пирожные на столе. Мам, подожди, А что такое? можно у тебя кое-что спросить? Конечно, спрашивай, Гаухар, что случилось? Что нужно делать, если надо помочь одному человеку, но для этого нужно обмануть другого человека? Ну, вообще обманывать же нехорошо, мы всегда вас с папой этому учим. А если от этого зависит жизнь человека? Но если так и больше поступить никак не получается, один раз и в самый-самый крайний случай, наверное, можно. Спасибо, мам, мы все поняли. Хорошо, давайте. Как вы думаете, у нас сейчас крайний случай? Думаю, да. О, ребят, здравствуйте. Я так рад, что вы снова пришли. Дядя Оскар, нам нужно вам кое-что рассказать. Это очень важно. Что-то случилось? Да, это касается вас и вашего друга Мурата. Проходите. Так что вы хотели мне рассказать? Мы пошли на работу к вашему другу Мурату и случайно услышали, как он разговаривает по телефону. И что дальше? Он кому-то рассказывал, то, что специально убрал вас, чтобы занять ваше место. А еще он сказал, то, что он специально сделал это, что вы теперь даже свет сами включить не можете. Нет, ну я понимаю, что у детей более чем живое воображение. Ну, чтобы такое выдумать. Вы что, нам не верите? Ребят, я знаю Муратову уже 20 лет. Это мой лучший друг. Он никогда бы такое со мной не сделал. Мы говорим правду, мы сами слышали. Хватит! Перестаньте! Перестаньте наговаривать на моего лучшего друга. Все, вам пора домой, уходите. Мы обманули собственных родителей, чтобы рассказать вам это. Мы просто хотели помочь. Жаль, что вы нам не верите. Обидно, что дядя Оскар нам так и не поверил. Его тоже можно понять. Мурат же все-таки его лучший друг. Вот если бы у нас были доказательства... Да, только где их взять? Может быть, поищем их на работе у Мурата? Может, он хранит там что-то? Как мы туда попадем? Там же охранник. Насчет охранника не беспокойтесь, я, кажется, кое-что придумал. Дядя охранник, на улице машина горит. Скорей, скорей! Получилось? Да, пару минут у нас есть. А как мы найдем кабинет дяди Мурата? Помните, он говорил, что у него фамилия Азбеков. Значит, нужно искать дверь, на которой будет написано Азбеков Мурат. Начнем с верхних этажей. Погнали! Идите сюда, я нашла. Молодой Жансул, теперь надо посмотреть, Мурат сейчас внутри или нет. Кажется, там никого нет. Тогда нужно входить. Это наш шанс. Тогда вперед. Вы идите, а я постою здесь. Если кто-то появится, я вас всех предупрежу. Что мы хотя бы ищем? Точно не знаю, но что-то связанное с отключением электрических приборов. Давайте мы с Севель посмотрим в столе, а вы ищите в шкафчиках. Может быть, нужно найти какую-то флешку? Дядя Оскар все равно не может ей воспользоваться, так что лучше найти какие-нибудь бумажные документы. Да.
Смотрите, может быть, это оно? Тут как раз написано про какой-то микрочип, который отключает все приборы вокруг себя. Тогда давайте возьмем эти документы. Возможно, это то, что мы ищем. Скорее, выходите, сюда кто-то идет. А, это опять вы? Что вам нужно? Дядя Оскар, впустите нас. Зачем? Будете опять говорить, что во всем виноват Мурат? Нет уж, спасибо. Просто прочитайте эти документы. Если вы не найдете в них ничего интересного, то мы сразу уйдем. Да. Ну, заходите. Давай. Где вы взяли эти документы? Нашли в кабинете у Мурата. А что там? В этих документах описывается устройство микрочипа, который с помощью электромагнитных волн отключает все электроприборы в радиусе 1 метра. А можно перевести на язык школьников? Что это значит? Ну, в целом это объясняет то, что почему я не могу пользоваться электроприборами. Но ведь дело в том, что у меня нет никакого электрочипа. Вы уверены? Может, вы даже об этом не знаете? Вы сказали, что все началось с вашего дня рождения. Вспомните, Мурат вам что-то дарил? Что было в тот день? Но в тот день Мурат подарил мне часы. Кстати, я их почти вообще не снимал никогда. Только вечером, когда шел в душ, но там я не пользовался электроприборами. Может быть, все дело в них? Подождите, подождите. Куда это он? Сейчас узнаем. Вот. Смотрите, что было в часах, которые подарил мне Мурат. Микрочип. Выходит, мы оказались правы. Ваш друг специально все подстроил, чтобы вы ушли с работы, а он смог занять ваше место. Простите меня, что я вам сразу не поверил. Самое главное, что вы во всем уже разобрались. Что теперь собираетесь делать? Ну, во-первых, вернусь на любимую работу. Но сначала сделаю вот это. И серьезно поговорю с Муратом. Со своего телефона. Все получилось. Он работает у вас в руках. Ребята, спасибо вам большое. Простите меня, что я вам не верил. А? Вы пойдете ко мне, спасибо. Вы меня избавили от мучений. Спасибо большое вам. Ну и где вы на этот раз были? Мам, мы же сказали, что больше не будем врать, поэтому скажем правду. Мы были у дяди Оскара. Молодцы, что в этот раз сразу сознались, но на самом деле я и так знала, где вы были. Откуда? Ваш дядя Оскар как-то нашел мой номер телефона и номера телефонов родителей ваших друзей. И, в общем, он всем нам позвонил и отблагодарил нас, что мы воспитали таких хороших детей. Правда? Ух ты! Правда, и еще одна новость. Дядя Оскар пригласил всех нас на той по случаю своего возвращения на работу. Круто! Но вы сильно не радуйтесь за то, что вы нас не послушались и все-таки пошли в гости до дяди Оскара. Вы еще всю неделю ходите с кнопочными телефонами. Держи, Хаким, кстати, ты оставил в ванной. Вот и он нашелся. Ну все, ребята, теперь мойте руки и проходите, буду вас чаем угощать. Капец, еще неделю ходить с кнопочным телефоном. Лучше уж так, чем как дядя Оскар. Целых 2 года никакой техникой не пользоваться. Ты прав. Подумаешь, всего неделя. Это ерунда. Вот видите, любая ситуация может стать лучше, если посмотреть на нее с другой стороны. Это точно.